спасательных работах задействована габаритная автомобильная техника и вертолеты. Организация утвердила документы о расширении числа членов организации и представит их на подтверждение на предстоящем в сентябре саммите в Душанбе. При утверждении документов государства, намеревающиеся вступить в ШОС и подходящие под соответствующие условия, заявление о вступлении об этом заявил глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Yi по итогам заседания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Глава китайского министерства сообщил, что заседание стало полноценной подготовкой к саммиту ШОС в Душанбе в сентябре нынешнего года. Министры иностранных дел государств членов ШОС утвердили проекты по итогам саммита. Ван Yi выразил уверенность в том, что при общих усилиях всех сторон саммит в Душанбе обязательно добьется больших успехов. Напомню, что для саммита ШОС в Душанбе ожидается принятие стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества на 2025 года. Ранее, комментируя Международному радио Китая перспективы расширения ШОС, генсек организации Дмитрий Месяцев заявил, цитирую: «Так сложилось, что на протяжении 12 лет существования членов было неизменно, но при этом неоднократно на самом высшем уровне подчеркивается открытый характер ШОС. Через 5 лет не закрывается».